защита населения от чрезвычайных ситуаций, завоза ресурсов и вопросы экологии и природопользования. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Прежде всего, это заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Засимович Колодезников. Добрый день. Также в нашей студии находятся министры, руководители госкомитетов и управлений. Позвольте их тоже представить. Министр ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Владимир Михайлович Сивцев. Министр экологии и природопользования лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Сахамин Миланович Афанасьев. Председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Дмитрий Николаевич Лепчиков. Председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия Антонина Борисовна Винокурова. И руководитель управления государственного строительного жилищного надзора Республики Саха-Якутия Павел Анатольевич Аргунов. Уважаемые телезрители и гости, сегодня мы работаем, напомню, в прямом эфире. Вы можете задать вопросы нашим гостям эфира. Специально для этого мы организовали работу колл-центра. Там сейчас находится моя коллега Виктория Федорова. Виктория, добрый день. Тебе слово. Расскажи, как организована работа. Здравствуй, Влад. Добрый день, уважаемые телезрители. Наш колл-центр начинает свою работу. Звонки принимаются по номеру 320111. Наиболее актуальные вопросы будут озвучены в прямом эфире. Так что будьте готовы задать свои вопросы. Наши редакторы перезвонят вам. Вопросы принимаются на двух языках, на русском и якутском. Онон ыйтыларгытын сахалыми беряхатын сөп. Өсөтөгөл телефон номерін санатабын 32-01-11. Влад? Да, Виктория, спасибо. Позвольте начать отчет правительства Республики Саха-Якутия за работу в 2020 году. Вначале позвольте посмотреть сюжет, который подготовили коллеги с телеканала «Якутия-24». Внимание на экран. 2020 год выдался сложным. Проходил в условиях ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 коренным образом изменила привычный ход жизни и деятельности по направлениям, курируемым первым заместителем председателя правительства Якутии Алексеем Колодезниковым, мобилизованы все ресурсы для решения неотложных задач. В 2020 году впервые в Якутии все муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному сезону, что свидетельствует о том, что необходимые мероприятия на объектах организациями выполнены. Оборудование исправно, накоплен нормативный запас топлива, уровень профессиональной подготовки персонала соответствует предъявляемым требованиям. За отчетный период введено и реконструировано 23 объекта жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 2 объекта водоснабжения, 1 объект по водоотведению, 20 котельных общей суммарной мощностью более 132 мегаватт на территории Республики Саха-Якутия, что позволит повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг более 80 тысячам человек. Начата реализация 8 объектов жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения качественными коммунальными услугами более 40 тысяч человек. В электроэнергетике республики продолжается планомерный ввод новых и модернизация действующих, генерирующих и сетевых мощностей. За 2020 год введено в эксплуатацию 5 дизельных электростанций, отремонтировано 1239 километров линий электропередач всех классов напряжения. В конце года в арктическом поселке Тикси Булунского района состоялся запуск не имеющего аналогов в России ветродизельного комплекса. Эти мощные и современные объекты позволят значительно повысить надежность электроснабжения отдаленных поселков. В рамках празднования 75-летия Великой Победы ветераны Великой Отечественной войны Якутии освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Всего отремонтировано 212 многоквартирных домов по программе капитального ремонта. Приоритетной задачей стоит обеспечение населения качественным водоснабжением по региональному проекту «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология»
В 2020 году начата реконструкция водоочистной станции в городе Алекминске и строительство водоочистных сооружений в городе Покровске на сумму 320 миллионов 400 тысяч рублей. Ввод данных объектов планируется в 2021 году. В рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами внимание и силы сконцентрированы на создании объектов обращения с ТКО. Утверждена программа строительства полигона, размещения ТКО мощностью 125 тысяч тонн в городе Якутске. 2020 год задал новый этап развития энергосбережения и повышения энергоэффективности. Новый принятый закон о внесении изменений в региональный закон об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности в Республике Саха-Якутия позволит внедрить энергосетевые контракты в жилищном фонде, что позволит улучшить условия проживания без дополнительных затрат. В Республике Саха-Якутия с ее суровыми климатическими условиями и большими расстояниями между населенными пунктами транспортная отрасль становится едва ли не ключевой для достижения стабильного социально-экономического развития региона. В 2020 году в республике введено более 530 километров автомобильных дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» более 230 километров. Значимым событием стало завершение строительства автодороги Кабяй. В столице республики приведено в соответствие 23 километра улично-дорожной сети. Таких беспрецедентно больших результатов в строительстве автодорог Якутия добилась впервые в своей истории. Большое внимание в регионе уделяется развитию водного транспорта, увеличению пассажирооборота. В течение 2020 года выполнено 545 рейсов по субсидируемым социально значимым речным перевозкам. Перевезены 21 тысяча пассажиров по 12 линиям. Для регулирования транспортных потоков на водном транспорте организован накопитель на паромной переправе в городе Якутске. Еще одним знаковым для региона событием стало начало строительства главного здания блока корпусных производств Жатайской судоверфи. Авиатранспорт для Якутии также имеет ключевое значение. В течение года выполнялись субсидированные внутриулусные авиаперевозки в арктические районы до 70% от экономически обоснованных тарифов, а также до 50% возрастным критериям граждан. В столице региона введено здание Якутского укрупненного центра управления воздушным движением единой системы организации воздушного движения. В 2020 году завершена реконструкция аэропорта в Верхневилюйске, начата реконструкция аэропортов в Нюрбе и Мирном. Продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Якутска. В 2020 году утвержден план организации полетов в период проведения реконструкции. Авиакомпаниями продолжена работа по подготовке флота для обеспечения бесперебойного авиасообщения. Благодаря своевременно проведенным превентивным работам крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, не допущено. Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Чииндинском нефтегазоконденсатном месторождении в кратчайшие сроки был доставлен и развернут аэромобильный госпиталь МЧС России. Успешно завершена поставка жизнеобеспечивающих грузов в труднодоступные населенные пункты в зимний период и навигацию 2020 года. Охрана окружающей среды является одним из приоритетных направлений политики нашей республики. Природа Якутии уникальна и разнообразна. Ее сохранность зависит от каждого из нас. Якутия вошла в топ-10 рейтинга Минприроды России по участию субъектов во всероссийской экологической акции «Вода России» по уборке берегов и водоемов. В целях получения федеральных средств на ликвидацию хвостохранилища Куларской ЗИФ разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы и выделены федеральные средства в размере 805 миллионов рублей. Завершены работы по лесоустройству на территории Алданского лесничества. Открыт первый лесопитомник в Якутии, в селе Солянка Алекминского района, мощностью 3 миллиона сеянцев основных лесообразующих пород в открытом и 140 тысяч сеянцев в закрытом грунте.
Пожароопасный сезон зарегистрированы 2061 лесной пожар на общей площади более 6 миллионов гектаров. На тушение лесных пожаров привлекались около 12 тысяч человек и 1240 единиц техники. На мониторинг пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров из бюджета всех уровней выделены более 2 миллиардов рублей. В целях разработки схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий с 2011 года проведено охотустройство 28 районов и городского округа город Якутск. Большое внимание уделяется вопросам сохранения биологического разнообразия и развития системы особо охраняемых природных территорий. За последние 3 года созданы федеральные особо охраняемые природные территории: ФГБУ, Национальный парк Ленские столбы, Национальный парк Кыталык, заповедник Медвежьи острова и заказник Новосибирские острова. В Светлинское водохранилище проведена установка садковой линии. В экспериментальном этапе выпущены годовики-пеледи. В водоемы республики выпущено более 30 миллионов личинок сиговых пород рыб. Продолжен выпуск молоди сибирского осетра в реку Вилюй. В рамках осуществления строительного надзора в прошлом году проведено 1199 проверок. В рамках жилищного надзора и лицензионного контроля 1878 проверок. 8 в рамках контроля в области долевого строительства. У 738 граждан по результатам проверок восстановлены права. Несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в нашу жизнь, отразилась на экономике, уверены, что начатые преобразования и достигнутые успехи будут продолжены. Алексей Засимович, в прошлом году, в 2020-м, начиная с апреля месяца и на протяжении нескольких месяцев на вас были возложены обязанности председателя правительства республики. Так совпало, что как раз в этот период пришлись решения по первоочередным мерам борьбы с коронавирусом в регионе. Как вы оцениваете 2020 год в целом, в частности, в курируемых вами направлениях? Спасибо, Влад. Уважаемые телезрители, мы сегодня начинаем череду прямых эфиров правительства. Каждый зампред по курируемым отраслям прямой эфир проведет, ответит на вопросы. Но действительно, прошлый год был достаточно сложный с точки зрения влияния новой коронавирусной инфекции. И мы, конечно, столкнулись с такими вызовами, которые нужно было ответить достаточно оперативно и быстро. 17 марта уже глава республики создал оперативный штаб, который действует сегодня. Мы оперативно закупили лекарственные препараты, средства защиты, обеспечили медработниками их. Мы смогли своевременно принять вопросы в части антикризисных мер. Было принято таких 3 плана, которые смогли, в принципе, быть реализованы и поддержать наши отрасли. Очень важно, что в тот период мы смогли обеспечить и доходную часть бюджета. Отработали с «Газпромом», поступило 8 миллиардов 500 от них. С «Сургутнефтегазом» отработали. И в целом Минфин республики отработал с Минфином России по выпадающим доходам. Это позволило обеспечить все социальные выплаты. Также в тот период мы обеспечили тестирование. На момент начала пандемии у нас было 2 лаборатории, у нас сейчас функционирует 15. Койко-места расширили в инфекционных отделениях с 485 до 3000. Огромный пласт работы был сделан в тот период, и, конечно, это большая работа правительства и слаженная работа правительства. Если говорить о поддержке федеральной, то мы добились, чтобы наши 12 предприятий попали в федеральный список системнообразующих предприятий. И на сегодня мы отработали как по кредитам для этих предприятий, так и по отсрочке налоговых платежей. Если останавливаться по ковиду еще, мы столкнулись с вопросом вспышки ковида в наших вахтовых поселках.
И на тот момент мы смогли одни из первых очень оперативно отработать по Чандинскому нефтегазоконденсатному месторождению «Газпрома». Тогда была вспышка. Мы вывезли 11 тысяч работников. В основном это было сделано силами авиакомпании «Якутия». 7 тысяч человек вывезли более чем 30 субъектов Российской Федерации. Это позволило нам как-то стабилизировать ситуацию. И более того, этот опыт потом использовался другими субъектами. Там, где есть производство, там, где такие же есть вахтовые поселки. Ну а в целом, если говорить по нашим отраслям, которые я курирую, очень важно, что мы обеспечили жизнедеятельность. Потому что ни на один день, несмотря на влияние новой коронавирусной инфекции, у нас работа не останавливалась. Мы смогли подготовиться к зиме, обеспечили завоз, навигацию. Достаточно большие объемы были завезены. И надо отметить, что вот декабрь-январь, да, и этого года январь, были очень холодные. Крайне низкие аномальные температуры. Таких температур низких на продолжительное время не было в течение десятков лет. И мы видим, что система жизнедеятельности смогла преодолеть такие морозы. А это работа ведь летнего периода, когда идет подготовка к зиме. По отраслям, если говорить, то мы продолжаем модернизацию коммунального комплекса. В прошлом году ввели 20 котельных. Мы начали работы по обеспечению водоотведения в Жатае. Это достаточно большой проект. По очистке воды у нас в Алекнинске и Покровске за счет федеральных средств реализуются проекты. Мы занимались в прошлом году вопросами чистой воды по Вилюйской группе улусов, то, что финансируется за счет средств компании «Алроса» через фонд будущих поколений. Соответственно, очень серьезный процесс шел по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. В прошлом году мы ввели и реконструировали 535 километров. А если брать 2 года, вот 2019 и 2020 год, это практически 1000 километров. Беспрецедентные объемы. Город Якутск возьмем, да? В прошлом году 25 километров, а 2019 год такой же объем, в целом 50 километров. А в этом году мы по городу Якутску планируем по поручению главы привести в нормативное состояние 48 километров. 2 раза. Это получается за 3 года будет 100 километров. И это везде так происходит. Как на федеральных дорогах, так и на муниципальных, региональных дорогах, межмуниципальных. Мы автозимники обеспечиваем нормативное состояние, улучшенное нормативное состояние. У нас функционируют дороги Арктики. Идет реконструкция аэропортов наших. В прошлом году завершили по Верхневилюйску аэропорт. Идут работы в Алекнинске, в Жиганске. В Нейрингре будет построен новый терминал и полоса. Работы начались в прошлом году. В прошлом году конкурсные процедуры провели по аэропорту города Мирного. И там будет новый терминал и будет новая взлетно-посадочная полоса. И эта работа достаточно большая. Понятно, что пандемия тоже повлияла на пассажиропоток, он сократился. Очень серьезное влияние на транспортные компании. Но мы работу продолжаем и, в принципе, видим, что устойчивое развитие наших предприятий оно обеспечено и позволит и в текущем году сделать так, чтобы у нас была стабильная ситуация в наших отраслях. Но отдельно, конечно, хотел бы отметить вопросы, связанные с экологией. Вот сейчас в ролике вы видели, что много работы было проведено. Национальный заповедник Медвежьи острова у нас появился. Это заповедник федерального уровня. Конечно, прошлый год был такой тяжелый с точки зрения лесных пожаров. Огнем пройдена большая площадь, 6 миллионов гектар. Но надо отметить то, что у нас не пострадали объекты энергетики, населенные пункты. Я очень благодарен населению нашему, потому что в большинстве случаев население выходило оперативно и защищало свои населенные пункты совместно со службой спасения, с Министерством охраны, с МЧС России. Ни один дом не пострадал и ни один человек. Это очень важно. И важно, что мы
получили полное финансирование с федерального бюджета, потому что защита населенных пунктов – это федеральные полномочия. И без кредиторской задолженности зашли в 2021 год. В этом году, конечно, мы готовимся заранее, уже проведены совещания по подготовке к паводку, пожароопасному сезону, готовятся нормативные акты по подготовке навигации и подготовке к зиме. Но в целом еще хотел бы отметить, что прошлый год, по сути своей, был последним годом, когда у нас действовала система выравнивания энерготарифов. Мы добились, чтобы эта система продолжила работать, принят федеральный закон до 2028 года. Это очень важно в части расходов потребителей Республики Саха-Якутия по электроэнергии. Но работы очень много, и планов у нас очень много. Я думаю, что мы сейчас это все обсудим. Спасибо. У нас в студии находятся руководители госкомитетов, управлений, министры. Давайте им дадим слово. Вопрос министру ЖКХ и энергетики Республики Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Дмитрий Дмитриевич, сфера ЖКХ, как известно всем, проблемная, сложная. Бывают нередки случаи различных аварий, происшествий в этой сфере. Как, по-вашему, прошел год 2020 год в сфере ЖКХ и энергетики Республики? Пожалуйста. Ну, на самом деле, 2020 год для нашего блока это связано с подготовкой к отопительному сезону. И мы хотим отметить, что к отопительному сезону 2021 мы совместно с муниципальным образованием получили все паспорта готовности. Но природа тут сама нас испытала на прочность, я считаю. И как было выше отмечено, что в декабре, январе, ну и по сегодняшний день мы испытываем такие, скажем, аномальные низкие температуры, что не характерно по прошлым годам. И если коснуться сухих цифр, то у нас ежедневно ведется мониторинг аварийных ситуаций. Если с начала отопительного сезона мы технологические нарушения отмечаем 210, аналогичный год это был 211. То есть на одну только аварийную ситуацию мы идем, как говорится, по показателям прошлого года. А с начала года, с 1 января, у нас технологические нарушения 48, из них 38 по линии энергетики, 10 по теплоэнергетике. И здесь хочу сказать, что наиболее крупные это то, что было в Нерюнгри, и вот то, что случилось в селе, в Мегино-Кангаласском районе, когда отключились 5 населенных пунктов 5 районов. Ну и по технологическим нарушениям по теплоснабжению, это в микрорайоне птицефабрика в городе Якутске. И считаю, что все равно наша отрасль ежедневно эту работу ведет. И я считаю, что мы добились того, чего не было. И сегодня мы руку на пульсе держим. Все эти аварийные ситуации у нас находятся на контроле. И таких, скажем, больших технологических нарушений благодаря работникам энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, этого мы сегодня не наблюдаем. Спасибо. Спасибо. Вопрос Владимиру Михайловичу Сивцеву, министру транспорта и дорожного хозяйства Республики. Владимир Михайлович, какие достижения вы бы хотели подчеркнуть в области транспортного комплекса Якутии? Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые коллеги. 2020 год, как ранее было уже отмечено, действительно сопровождался значительными ограничениями, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции. И наши предприятия испытывали на самом-то деле серьезное влияние в связи с тем, что снизился пассажиропоток, грузопотоки, закрылись границы, снизился спрос населения. Это отразилось все и на перемещениях и на личном транспорте, и на пассажирском транспорте, на перевозках. И, значит, не зря отметили, что транспортная отрасль является одной из самых наиболее пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Но, тем не менее, наш транспортный комплекс республики вместе с тем также принял не последнюю и немаловажную роль в борьбе с коронавирусом.
Зачастую наши предприятия участвовали в перевозке анализов, медикаментов, СИЗОВ. Им приходилось работать в новых условиях, дополнительные устанавливали и тепловизоры, дополнительная дезинфекция, повышенные санитарные требования. И в этой связи, в первую очередь, в 2020 году важно было сохранить стабильное финансовое положение наших предприятий. Была оказана существенная государственная поддержка как и с федерального бюджета, так и с регионального. И сегодня пока еще пассажиропотоки и грузопотоки не восстановлены, и эта работа будет продолжена, и это является одним из приоритетов нашей работы. Ну а если сказать о крупных инфраструктурных проектах в нашей отрасли, то по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги», который реализуется по поручению президента нашей страны, значительные объемы, протяженность отремонтированных дорог, как уже было отмечено, свыше 500. Мы продолжим, сохраним набранные темпы. В следующем году, как уже было сказано, тоже в 2 раза увеличим показатели по городу Якутску. Приступим к реконструкции проспекта Ленина. Что касается безопасности дорожного движения, также мы здесь уделяем особое внимание. Если в 2019 году нам удалось снизить показатель смертности при ДТП на 30%, и в 2020 году нам удалось его сохранить, продолжили устанавливать камеры фото-видеофиксации, барьерные ограждения, дорожные знаки, занялись освещением дорог. Хотелось бы отметить, что в 2020 году введено 5 мостовых переходов на федеральной автодороге Вилюй, в Нюрбинском, Сунтарском, Мирнинском районах. И в следующем году мы также планируем 3 крупных моста начать строительством. И в муниципальных районах, и по муниципальным дорогам также будет оказана существенная поддержка. Что касается авиационной отрасли, то здесь постоянная работа велась федеральным центром по предоставлению субсидий. Как итог, вы видите, что на сегодняшний день субсидируется и как льготная категория граждан, так и принято решение о субсидировании авиабилетов без возрастных ограничений. Наверное, такие основные достижения. Хотелось бы еще отметить, что на паромной переправе мы в этом году сделали со стороны Даркалаха накопитель, и в следующем году продолжим эту работу со стороны Нижнего Вестеха. Спасибо. Спасибо. У нас в студии Сахамин Афанасьев, министр экологии и природопользования лесного хозяйства Республики Сахамин Миланович. Какие на сегодня обозначены главные приоритеты в государственной экологической политике? Добрый день, уважаемые якутяне. Безусловно, основным приоритетом является обеспечение экологической безопасности населения Республики Саха-Якутия. Участие в мероприятиях национального проекта «Экология», они очень успешно реализуются на территории Республики Саха-Якутия. Также приоритетным направлением является, конечно, снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятиями, недропользователями, природопользователями. Стоит задача сохранить биоразнообразие Республики Саха-Якутия, в том числе водно-биологические ресурсы. Стоят очень серьезные масштабные задачи по лесовосстановлению, охране и защите лесов, также рационального природопользования. Под рациональным природопользованием мы понимаем это вопросы водопользования, охраны водных объектов, и лесопользование и использование лесных массивов в Республике Саха-Якутия. Визитной карточкой Республики Саха-Якутия, конечно, является система особо охраняемых природных территорий нашей республики. Здесь у нас зарезервировано почти 37% Республики Саха-Якутия под особо охраняемыми природными территориями.
Благодарю вас. Дмитрий Николаевич Лепчиков, председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики. Дмитрий Николаевич, все участники эфира справедливо отмечают, что 2020 год был необычайно сложным. Как ваш Госкомитет справился со своими задачами? В частности, речь идет о Северном завозе и о паводковом периоде. Добрый день, уважаемые жители республики. Да, в период ограничительных мер хочется отметить слаженную работу наших речников в рамках подготовки к навигации. Им удалось своевременно подготовить и суда, плавсоставы и своевременно начать навигацию 2020 года. Также в период навигации можно отметить некоторые гидрологические проблемы, это обмеление рек, ну а также задымленность рек, которая происходила у нас на реке Алдан вследствие лесных пожаров. И несмотря на эти проблемы, объемы жизнеобеспечивающих грузов были своевременно доставлены до всех населенных пунктов. Работа оперативных групп в рамках подготовки к паводку была направлена на и спланирована так, чтобы минимизировать все контакты с местным населением. Весной 2020 года к нам в республику был доставлен мобильный спутниковый комплекс госкорпорации Роскосмос, и это дало нам практически в удаленном и в реальном режиме получать спутниковую информацию и своевременно реагировать на заторы образования. Своевременно наши взрывники реагировали и проводили взрывные работы. Также благодаря поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева и правительства республики продолжалась работа по перевооружению и повышению боевой готовности наших оперативных служб. Полностью перевооружили Центр мониторинга и прогнозирования службы спасения республики. Также в городе Среднеколымске и в поселке Усьмая мы открыли новые, уже современные пожарные депо республики. Также хочется отметить, в целях повышения защищенности западных территорий, северо-западных территорий республики в этом году, в 2020 году мы открыли новый спасательный отряд в городе Ленске. В целом можно отметить, что якутская территориальная подсистема РСЧС готова к реагированию к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Благодарю вас. У нас в студии Антонина Винокурова, председатель Госкомцен Республики. Как мы знаем, Госкомитет ведет государственное регулирование и соблюдение цен на территории Республики Саха-Якутия. Антонина Борисовна, скажите, пожалуйста, как и насколько повлияли и изменились цены во время коронавируса? Добрый день всем. Ну, я хочу сказать, что мы живем в условиях рыночной экономики, когда цены на продовольственные товары и непродовольственные товары не подлежат государственному регулированию. Но есть исключение для районов Крайнего Севера. Нам дано право вводить так называемые торговые надбавки. То есть это тоже не конечная цена на товар, это именно затраты на транспортные расходы по завозу и на затраты на содержание магазинов. Мы практически являемся единственным субъектом, который этим правом широко пользуется, и эти полномочия переданы органам местного самоуправления. Ну, казалось бы, какая может быть связь между пандемией и ценами, но тем не менее буквально в первый же день объявления пандемии мы почувствовали это на себе. Коснулось это в связи с тем, что закрыли границу с Китаем, и рост цен начал наблюдаться по овощам и фруктам. Поэтому было рекомендовано органам местного самоуправления ввести торговые надбавки, что и было сделано. Затем граница открылась, и ситуация нормализовалась. Потом в апреле у нас был ажиотажный спрос на такие виды товаров, как чеснок, имбирь и лимон, в связи с разной информацией, которая была по WhatsApp упущена. И было очень много звонков на нашу горячую линию.
Но на основные продукты питания у нас торговые надбавки как действовали, так и продолжали действовать. И была усилена мера именно по мониторингу и контролю. А затем появилась проблема дефицита масок, и оперативно тоже было принято решение о введении торговых надбавок на маски, но там больше стоял вопрос дефицита масок, а не даже цен. Но потом тоже производство наладилось, маски появились и цены успокоились. Осенью, когда объявилось амбулаторное лечение, вставал вопрос по ценам на лекарства, но лекарства для коронавирусной инфекции, они входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. И здесь регулирование осуществляется полностью. 33 аптеки мы с прокуратурой проверили, нарушений не обнаружили. Ну и в итоге хочу сказать, что итогом нашей работы является всегда показатель инфляции. По республике он сложился в размере 3,2% в целом по году. Это ниже, чем в среднем по Российской Федерации и ниже, одна из самых низких на Дальнем Востоке. Телефон нашей горячей линии продолжает работать. Звоните 508-026. Спасибо. Спасибо вам. Павел Анатольевич Аргунов, руководитель управления государственного, строительного и жилищного надзора республики. Павел Анатольевич, зима выдалась аномально холодной, об этом не раз сегодня и в ходе эфира подчеркнули. И многие граждане в связи с этим испытывали проблему холода в квартирах. Ваше управление, как мне известно, тоже участвует в решении такого рода проблем граждан. Вам слово. Добрый день, уважаемые жители республики. Действительно, зима у нас очень холодная выдалась. В связи с этим обращения, поступающие к нам, в основном касаются холода в квартирах. При поступлении таких обращений мы проводим проверку. Инспекторы выезжают по адресам, фиксируют температуру в квартирах, определяют ответственного за это нарушение и привлекают его к административной ответственности. При этом хочу отметить, что в наших северных условиях температура в квартирах не должна быть ниже 20 градусов. Если это угловая комната, то температура в этой комнате должна быть не ниже 22 градусов, а в ванной комнате не ниже 24. При этом температуру измеряют по определенным требованиям, то есть это на уровне 1 метра над полом и не ближе, чем полметра от батареи. Спасибо вам, уважаемые руководители. Ну, я напомню нашим телезрителям, что эфир прямой – это отчет правительства Республики Саха-Якутия. Каждый житель республики имеет возможность дозвониться до нашей студии и задать интересующий вопрос первому заместителю председателя Алексею Колодезникову, либо министрам и руководителям управлений и госкомитетов. Работает колл-центр, специально для этого мы организовали работу приема звонков. Виктория Федорова там работает. Виктория, пожалуйста, какие новости? Да, Влад, специалисты продолжают принимать звонки. Помимо колл-центра, сбор вопросов был организован также на платформе OneClick Якутия. Всего в общей сложности поступило порядка 80 вопросов, а за полчаса прямого эфира поступило около 30 вопросов. И если проанализировать содержание обращений, то можно сказать, что большинство якутян интересуют вопросы относительно сферы жилищно-коммунального хозяйства, тарифов и отопления. Еще раз напомню, уважаемые телезрители, вопросы принимаются по номеру 32 01 11. Также на своих рабочих местах работают руководители министерств и подведомственных учреждений. Они также готовы ответить на все ваши вопросы. Влад? Виктория, спасибо. Итак, уважаемые зрители, мы ожидаем ваших звонков в студию, и уважаемые руководители готовы ответить практически на любой вопрос, который касается сферы деятельности тех или иных министерств и ведомств. Пока ожидаем звонка, у меня распечатки вопросов, которые поступили еще до эфира на портале OneClick. Если что, мы обратимся и к этим вопросам, но, безусловно, в приоритете звонки, которые будут поступать в ходе прямого эфира. Мне редакторы сообщают, что первый звонок уже есть, мы готовы принять. Алло, здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Здравствуйте, зовут меня Сергей, дальнобойщик со Среднеколымска. Я хотел бы узнать, возможно ли увеличение объемов завоза тарированного топлива в Арктические Улусы и строительство новых автозаправок
в ближайшие годы? Спасибо. Сергей, спасибо за вопрос. Среднеколымский район, как и в другие районы, там, где у нас труднодоступные населенные пункты, и там, где нет у нас АЗС, мы завозим тарированную продукцию. Тарированную продукцию мы начали выпускать еще в 2014 году. У нас линия розлива УСХ нефтегазбыта в городе Якутске была организована. Ну и тарированная продукция по заявкам поступает в администрацию. Мы завозим прямо в населенный пункт по ценам, которые формируются на нефтебазах районных. И для нас очень важно, что этот проект работает, обеспечивает потребность населения. И мы эту работу продолжаем. Конечно, очень сильно сейчас внимание у нас уделено состоянию нефтебазового хозяйства. Это после ситуации, связанной в Красноярском крае, в Норильске, после того, как произошел розлив нефтепродуктов в реку, надзор усилился и контроль. По Среднеколымску у нас действительно есть вопрос по Среднеколымской нефтебазе, и мы этот вопрос сейчас рассматриваем, как решить, чтобы обновить имкостной парк. Более того, потребность нефтепродуктов растет, она не снижается, у людей больше техники становится, и, соответственно, потребность мы должны обеспечить. Есть вопросы, связанные с тем, что в Черском нам надо решать вопрос нефтебазового хозяйства, потому что очень активно сейчас работает Чукотка по завозу через Зеленый мыс. Здесь, конечно же, нам надо быстро ориентироваться, чтобы потребности все закрывать. Будем строить и АЗС, но не так активно, потому что эксплуатация труднодоступных отдаленных населенных пунктов все-таки она требует затрат, и эти затраты в любом случае лягут на стоимость топлива, поэтому очень важно здесь, чтобы через те же механизмы тарированной продукции население наше было обеспечено. Спасибо. 32-01-11, телефон прямого эфира. Мы принимаем звонки от якутян. Сегодня отчет правительства Республики Саха-Якутия в прямом эфире. Есть ли у нас звонок, уважаемые коллеги? Да, звонок в студии мы принимаем. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евдокия. Я работаю предпринимателем и одна воспитываю дочь. Интересует вопрос, почему повысился взнос на капремонт и насколько? Спасибо. Но надо отметить, что взнос на капремонт – это система общероссийская, она у нас тоже в республике введена. Более того, в момент внедрения платы на капремонт у нас платеж был самый низкий в стране, наряду с Санкт-Петербургом. И мы, конечно, из государственного бюджета выделяем средства на то, чтобы обеспечить поддержание капремонта в наших многоквартирных домах. И видим, что сегодня экономически обоснованный тариф, который необходимо направлять на капремонт, он от 18 до 43 рублей за квадратный метр доходит. Это в зависимости, конечно, от многоквартирных домов, где они находятся. Понятно, что в северных и арктических территориях экономически обоснованный тариф значительно выше. И мы поднимаем действительно капитальный ремонт, взносы поднято на 15%, но все равно это практически самый низкий этот взнос по стране. И мы в бюджете текущего года тоже предусматриваем средства, чтобы все-таки капремонт выполнять. Вот такая ситуация. На самом деле он не самый высокий в стране, один из самых низких, но платежи граждан они все равно должны быть для того, чтобы мы обеспечили плановое выполнение капремонта в многоквартирных домах. Спасибо. Вопросы у нас поступают один за другим. Мы готовы принять очередной вопрос от якутян. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Сахая, я звоню из Покровска. Я вот слышала, что сняли ограничения по авиабилетам до Москвы, возрастные ограничения. И я хотела бы узнать, если я планирую отпуск этим летом, я могу ли слететь по доступной цене? Предлагаю на этот вопрос ответить министру транспорта Владимиру Михайловичу Сивцеву. Действительно, такой механизм заработал. Он сейчас пояснит, как это будет действовать в текущем году. Владимир Михайлович. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина для дальневосточников без возрастных ограничений
на сегодняшний день значит, выделены средства для продажи субсидированных авиабилетов. Значит, обязательное условие для покупки данных билетов это является регистрация на территории субъекта Дальневосточного федерального округа. Спецтарифы будут применены, и у нас в республике, значит, по двум направлениям, это Москва-Санкт-Петербург, эти рейсы будут субсидироваться по направлению из Якутска, Нерюнгри, Полярного и города Мирный. Средняя цена билета от 8700 до 9700 рублей. Значит, и продажи начнутся ориентировочно с середины февраля, и билеты можно будет только непосредственно приобрести в авиакассах. Вот пока на сегодняшний такая информация. Здесь надо добавить, что продажа будет не на всю емкость самолета, да, не на все билеты, а не менее 10%. То есть вот не менее 10% пассажирских кресел емкости самолета должно продаваться по субсидированным тарифам. Спасибо. Очередной звонок в студии. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Включили, да? Да, слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слепцова Людмила Егоровна, город Якутск. У меня вопрос по поводу дороги Намцирского тракта. Из города Якутска в районе Марси нам выделено более 30 лет назад дачные участки. И мы сейчас эта дорога считается бесхозной. Каждый год горожане тут прям мучаемся, потому что, как бы сказать, это грунтовая дорога, очень крутой подъем. В подъеме был вложен асфальт, который весь разрушен. Каждый год, каждое лето там происходит большое дорожно-транспортное происшествие с плохими итогами, летальными исходами. И ни одного дорожного знака. Мы обращались и в мэрию, и к депутату, и ГАИ. Никто не берет во внимание. Поэтому будьте добры, пожалуйста. Я уже 3-й год в отчете правительства обращаюсь по этому вопросу. Всегда получаю отписку, что это бесхозная дорога. Неужели мы, горожане, живя вокруг города, будем пользоваться бесхозной дорогой? Это же все-таки мы тоже тут, граждане республики, имеем право что-то требовать и спросить. Да, поэтому спасибо. возьмите, пожалуйста, во внимание этот вопрос. Спасибо, вопрос принят, понятен. Людмила Егоровна, спасибо за вопрос. Действительно, я вот озвучил, что в текущем году в городе в 2 раза будет увеличиться объем работ на дорогах. Понятно, что это будет неудобство некоторые для горожан, но с другой стороны это делается для того, чтобы качество дорог улучшалось. И вот как раз вы озвучили вопрос в части ДТП, да, безопасности дорожного движения. То, что мы вот делаем на протяжении уже 2 лет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволило нам все-таки сократить количество ДТП практически на 12%. У нас и количество пострадавших уменьшилось в целом в 2019 и 2020 году. И по городу Якутску мы работы будем делать, исходя из тех обращений граждан, которые поступают. По сути своей, МАРХе мы в 2019 году достаточно большой объем работы делали, и в этом году по МАРХе тоже работы запланированы. То, что касается автодороги нам, это региональная автодорога, в текущем году мы должны продолжить работы по твердому покрытию до села Хатырык, закончить их должны осенью уже. Соответственно, мы приводим в порядок и дорогу до Намцев. В прошлом году такая работа проводилась, и в этом году будет делаться. Но конкретно по вашему вопросу мы еще обсудим с администрацией города
с Григорием Евгением Николаевичем. Евгений Николаевич активно в этих процессах участвовал на протяжении 19-20 года. Я возглавляю оперативный штаб региональный, а Евгений Николаевич возглавляет оперативный штаб города Якутска, и он в составе оперативного штаба регионального. Вот те планы, которые мы формируем совместно. В прошлом году для города мы выделили более 1 200 000 дополнительно средств. 500 миллионов город Якутск, 1 200 000 мы выделили, и в этом году эта сумма будет значительно выше, потому что индикаторы растут. И, конечно же, я обращаюсь к горожанам, что нужно с пониманием относиться к дорожным работам. Да, это определенные трудности, определенные сложности, но если мы выполним те планы, которые у нас стоят, то, конечно, качество дорог будет значительно выше, концентрация мест ДТП сократится. Ну, и понятно, что и качество жизни будет улучшаться. Спасибо. Мы продолжаем прямой эфир отчета правительства Республики Саха-Якутия. Ведем прием звонков прямо в студию от жителей республики. Есть ли у нас звонок, коллеги? Да, мы готовы. Здравствуйте. Меня зовут Михайлова Сахаяна. У меня вопрос к Сахамину Милановичу. Я хотела бы узнать, заготовка леса будет ли производиться в Алданском районе? Я жительница Алданского района. Добрый день, Сахаяна. Спасибо за вопрос. Для понимания, для жителей Амгинского улуса и Алданского района, вырубка лесов в Республике Саха-Якутия лесным кодексом Российской Федерации она запрещена. У нас Восточно-Сибирский мерзлотный район, поэтому сплошная вырубка она находится под законодательным запретом. А лесозаготовка она возможна только в 3 районах, лесопромышленных районах. Это Ленский район, Алданский и Усть-Майский. Рослесинформ и Рослесхоз Российской Федерации ежегодно проводят лесоустроительные инвентаризационные работы, учитывают объем древесины, который подлежит вырубке. Лесозаготовки. Лесозаготовке подлежит древесина возрастом более 100 лет, 120 лет. Это уже приспелые леса. По итогам работ, проведенных Рослесхозом, в Алданском районе сформированы 2 участка, вынесены на федеральный аукцион, как сформированы лоты, и любой предприниматель, который имеет право заниматься предпринимательской деятельностью в сфере лесозаготовки, может получить деляну для лесозаготовки. Что касается конкретного предпринимателя, который зашел в Алданский район, то в настоящее время по инициативе предпринимателя в арбитражном суде Республики Саха-Якутия проходит процедура по расторжению договора аренды лесозаготовки. А так, в дополнение хочу сообщить, что в водоохранной зоне, нерестоохранной зоне рек, особенно реки Амга, по долине которой обозначены и расположены основные особо охраняемые природные территории Республики Саха-Якутия, конечно, запрет вырубки лесов. Спасибо. Еще один вопрос у нас в эфире. Здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Добрый день, Алексей Засимович и члены правительства. У меня такой вопрос. Житель села Мандагай Чурапчинского улуса Николай Петров. Как мы знаем, что село Мандагай находится очень далеко от райцентра, поэтому газификация не планируется 50 лет, наверное. И у нас пожелание, чтобы был построен котельная. И, к сожалению, центральным отоплением село только порядка 40%, 30% подключены. И пожелание, чтобы построили центральные котельные и подвели тепловые сети. И второй вопрос. В прошлом году мы помним, что дорога до села Чурапча с Тингулю была очень плохая. Все это прекрасно знаем. И в этом году хотелось бы, чтобы май и начало июня запретили движение большегрузных автомобилей, чтобы как бы хотя бы сохранить дорогу, дорожное полотно. И надо начать уже возить сейчас, прямо сейчас, когда чуть потеплело, тумана нету, и чтобы контролировали это. И в-третьих, пожелание Алексею Засимовичу успешной работы,
чтобы в этом году не было больших половодий и пожаров тоже не было. Вот все, спасибо. Николай, спасибо большое. Ну, конечно, мы сами желаем, чтобы у нас и паводок прошел успешно, и пожаров не было. Но у нас республика очень большая. И понятно, что на таких территориях все равно ситуация разная возникает. И понятно, что и лесные пожары тоже будут. Просто надо подготовиться как положено. Тот же паводок, исходя из наших рек, он всегда проходит сложно. Ну, по-разному, конечно, проходит. Бывает легче, бывает тяжелее. Но здесь все зависит от готовности всех структур, в том числе и муниципалитетов, и региональных властей, и населения. С точки зрения вопросов Мандагая, ну, по строительству котельной мы посмотрим сейчас. Дмитрий Дмитриевич у нас в студии. Мы посмотрим по инвестпрограмме ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», потому что по сути своей сейчас мы ориентируемся на инвестпрограммы наших предприятий коммунального хозяйства, потребности по строительству тех или иных объектов. Есть ранжирование с точки зрения социально-экономических положительных последствий. И для нас очень важно, чтобы качество жизни улучшалось, потому что мы видим же, что за период, когда мы начали реализовывать подключение частного сектора к объектам ЖКХ, качество жизни улучшилось у десятков тысяч людей. И мы эти процессы дальше продолжаем. В прошлом году у нас было подключено свыше 1000 домов. И понятно, что это качество жизни несколько тысяч человек. По дорогам, ну, смотрите, действительно вводить весовой контроль надо. Понятно, что весенний, летний период воздействия на дорогу достаточно существенное. По федеральной трассе в вашем направлении такое ограничение пока не планируется. Мы в этом году будем вводить весовую на трассе Умнос в сторону Покровска, чтобы у нас там все-таки перевозок очень много. И на региональной дороге Амга в следующем году. Но здесь надо иметь в виду, что вот эти ограничения, они влияют на то, что может увеличиваться стоимость строительства жилья, допустим, да, когда там щебель, цемент везут. И здесь надо как-то сбалансированно это так сделать, чтобы и стройка шла, и дороги не страдали. Мы же в прошлом году, допустим, тоже вводили такие ограничения, но смотрели, исходя из того, что чтобы строительство не останавливалось. В прошлом году же, несмотря на пандемию, у нас наряду сферы социального обслуживания, жизнедеятельности, мы не останавливали строительство жилья, объектов социальных. И благодаря этому смогли ввести 520 тысяч квадратных метров, 43 социальных объекта. Если бы мы остановили, тогда бы часть объектов пришлось бы перенести. Это недопустимо в условиях того, что у нас очень короткие периоды, как по строительству дорог, так и в целом по строительству объектов. И вы правильно говорите, что нужно завоз обеспечивать своевременно. И это очень важно. Вот те морозы, которые были, в январе месяце мы видим, что у нас перевозки они снизились по сравнению с прошлым годом, потому что частные перевозчики, понятно, жалеют свою технику. Такие морозы, когда за минус 50, немногие выводили свою технику для перевозок. Мы сейчас февралем это все нагоняем и думаю, что обеспечим завоз своевременно. Ну и здесь по коммунальному комплексу, Дмитрий Ильич, надо посмотреть по Мандагаю и потом ответить и решение принять. В любом случае, если вопрос есть, может быть не в следующем году, но в ближайшие годы его надо отрегулировать. Спасибо. Как дела у нас в колл-центре? Там работает моя коллега Виктория Федорова. Прием звонков ведется сразу на несколько телефонов по многоканальной связи. Виктория, тебе слово. Какова статистика? Да, напоминаем, мы работаем в прямом эфире, параллельно на рабочих местах. Через видеоконференц-связь работают руководители подведомственных учреждений и предприятий, а также заместители министров. Они также готовы ответить на все ваши вопросы. Вопросы принимаются по телефону 320111 и на платформе One Click Якутия. Ну а к этой минуте поступило дополнительно порядка 80 вопросов, и большинство из них относительно состояния дорог, капитального ремонта котельных в населенных пунктах и жилищно-коммунальной инфраструктуры. У меня пока все. Влад?
Виктория, спасибо. Есть звонок, вопрос от зрителей. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Көкүнүнөн мен композитор Николай Савич темен. Уз алданылуун танда бөлөгөн олоктообум. Ыйтар бопурум деманнык. Булырын аттынага деревине олоктоктора государство көмөтүнөн боско аныңды жет торохторун биттера. Уз алдан улуун танда олоктоктора тедине олокторго кайдак тешепитин сөйбүдү. Спасибо. Да, вопрос Усть-Алданского района, село Танда. Спрашивают про котлы длительного горения. Да, это вопрос понятный. Мы сейчас разделим его немного, да, тут частично я отвечу. В свое время, когда я министром ЖКХ и энергетики был, мы с Трофимом Максимом Макаровичем, на тот момент он был председателем Госкомитета инноваций, запустили проект по твердотопливным котлам. Тогда мы в 43 или 45 домах в разных населенных пунктах их поставили. И увидели, что все-таки потребность есть, и увидели, что они достаточно эффективны. Там одна кладка позволяет работать котлу в течение сутки и 3 суток, в зависимости от температурных режимов. И запустили программу уже субсидирования внедрения этих котлов в республике. В прошлом году эта программа работала, а вот в части того, как быть на этот год и следующий, наверное, Дмитрий Дмитриевич лучше ответит. Да, действительно, в прошлом году мы запустили пилотный проект и по твердотопливным котлам, о чем Алексей Засимович отметил. Этот проект реализовали мы в 7 районах, в 14 населенных пунктах, и 211 семей, скажем, были участниками этого проекта. И в этом году мы намерены продолжить. И в этом плане надо муниципальным образованием выходить нам на связь и заявляться. Тогда они будут участниками второго этапа данного проекта. И, безусловно, мы намерены продолжить эту работу. Это котлы длительного горения, которые делает резидент нашего территории опережающее развитие Лепснели, для, как говорится, простонародья, простым словом. Благодарю вас. Еще один звонок мы готовы тоже принять в студию. Здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня такой вопрос. Почему цены на некоторые продукты, например, сахар и масло, отличаются от цен, озвученных в федеральных СМИ? На этот вопрос Антонина Борисовна лучше ответит. Антонина Борисовна, пожалуйста. Добрый день, спасибо за вопрос, Юлия. Действительно, в связи с тем, что производители начали повышать цены на сахар и подсолнечное масло, правительством России было принято решение о введении государственного регулирования на данный вид товаров. И прежде чем ввести это регулирование, был проведен ряд консультаций со всеми субъектами Российской Федерации, на котором было принято решение, что действительно, если даже фиксировать цены, то Россия очень большая, транспортные расходы очень разные, поэтому было дано право нам, именно Дальнему Востоку, Сибири, в общем, за Уралом, принимать собственные решения по торговым надбавкам. Но, как я говорила в начале, у нас торговые надбавки на социально значимые продукты питания, а сахар и подсолнечное масло ими являются, у нас торговые надбавки действуют давно. И мы решили эти торговые надбавки распространить и на данный вид товаров и сейчас. Поэтому сейчас контроль ведется. Если есть какие-то жалобы, то можете обращаться на наш горячий телефон 508-026, и тогда мы попросим разрешения прокуратуры на проведение проверки и пойдем проверим соответствующую организацию. Спасибо, Антонина Борисовна. Продолжаем эфир. Есть ли еще вопрос от зрителей? Да. Здравствуйте. Добрый день, Алексей Засимович. Меня зовут Васильев Роман. Я живу и работаю в Алекминском районе. С недавнего времени я вступил в ряды добровольной пожарной команды по Алекминскому району. И меня интересует вопрос поддержки со стороны республики. Можете рассказать об этом? На вопрос Романа ответит Дмитрий Николаевич Лепчиков. Николаевич, пожалуйста. Добрый день, Роман, спасибо за вопрос. Да, с 2012 года
у нас в каждом муниципальном образовании открыто общественное учреждение добровольно-пожарных команд, добровольно-пожарной охраны, и радует то, что вы тоже пополнили ряды добровольно-пожарных команд. В соответствии с постановлением правительства республики в рамках программы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики, да, у нас предусмотрены субсидии для общественных учреждений и организаций. Это предусматривалась государственная поддержка в виде имущественной поддержки. В свое время с 2013 года мы практически все оснастили и боевой одеждой, и шансовыми инструментами. Ну а также по мере возможности тоже дополнительно оснащаем мобильными пожарными установками. Также предусматривается субсидия за участие и за профилактическую работу. Данным постановлением правительства у нас утвержден порядок. Вы можете активно принимать участие в профилактической работе и подавать документы в нашу комиссию, в комиссию Госкомитета. Там установлен тариф порядка 235 рублей за 1 час работы, и это подается через наши подразделения Государственной противопожарной службы, и мы своевременно их оплачиваем. Спасибо. Еще до эфира, я напомню, вопросы принимались и на портале Клик Якутия. У меня эти распечатки тоже перед собой, и отбираю наиболее актуальные и наиболее такие с охватом населения вопросы. Один из них хотел бы подчеркнуть и задать его участникам эфира. Вопрос такой: если жильцы недовольны качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, то могут ли они требовать перерасчета? Такой вопрос. Павел Анатольевич ответит. Это его компетенция. Да, если жилец недоволен качеством предоставляемых коммунальных услуг, он может жалобу подать, во-первых, в адрес управляющей компании, чтобы они подошли и сделали акт соответствующий. Если управляющая компания не реагирует на данную жалобу, то, соответственно, акт может составить сам жилец. При этом он должен зафиксировать начало того периода, когда жилищно-коммунальные услуги начали предоставляться некачественно. И при этом он должен привлечь 2 независимых лиц. Также он может подать жалобу в наш адрес, в адрес управления Госстроительнадзора. И в случае подтверждения данного факта он может претендовать на перерасчет в объеме 0,15% за каждый час предоставления некачественных коммунальных услуг. Павел Анатольевич, спасибо. Еще один вопрос в студии. Здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые жители и гости Республики Саха-Якутия. Меня зовут Русин Иван Сергеевич, я житель поселка Сангар, Табяйский улус. У меня есть такой вопрос. В прошлом году запускали ракеты, да, с космодрома Восточный. И интересует, как осуществляется экологическое сопровождение в районах падения с космодрома Восточный? Спасибо. Спасибо. Республика Саха-Якутия стала участником ракетно-космической деятельности корпорации «Роскосмос». Мы временно предоставляем районы падения Алданском, Вилюйском и Кобяйском районах для приема отделившихся частей ракеты-носителя. В Алданском районе падает створка «Союз-2», в Вилюйском и Кобяйском районах падают остатки 2-й ступени, это двигатель и бак. До начала запуска проводится комплексная работа под председательством Колодезникова Алексея Засимовича.
В этой работе участвует Лепчиков Дмитрий Николаевич со своими службами, которые тоже обеспечивают безопасность населения. С нашей стороны мы проводим экологический мониторинг до запуска ракетоносителя и после запуска ракетоносителя. Замеряются все природные среды и проводится отбор. По итогам запуска и приема отделившихся ракетоносителя проводится работа по распиловке и вывозу отделившихся частей ракетоносителя. Сахамин Миланович, спасибо большое. Еще один вопрос мы готовы тоже выслушать. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Иванов Эдуард Егорович, житель поселка Майя, пенсионер. Мой вопрос. В пятницу было длительное отключение электроэнергии в Лениноградском районе. С чем это было связано? Ну, у нас действительно была аварийная ситуация на подстанции ФСК. Это подстанция не Якутскэнерго, а ФСК. Там у нас вышло из строя 3 муфты. И было веерное отключение в Нижнем Бестяхе и в Павловске. Но благодаря тому, что у нас есть возможность обеспечить с резервных источников, у нас были запущены резервные источники в других районах и обеспечены перетоки с других генерирующих станций. Мы сейчас находимся в ситуации, когда идут ремонтные работы на подстанции Майя. До 10 числа они должны быть завершены, но сегодня ограничений по потребителям нет. Это благодаря тому, что вот строились большие линии электропередач, и ГРЭС-2 у нас построены, и мы сегодня и Южная Якутия, и Центральная Якутия, Западная Якутия уже находимся в единой системе энергетики. Это позволяет нам вот в случаях таких аварийных ситуаций подпитываться с других источников. Вот у нас ситуация была в Нерингре, когда на Рингринской ГРЭС вышло сразу 2 энергоблока, и мы начали потреблять электроэнергию с Амурской области, с города Якутска полностью запустили станции, и Каскад-Вилюйский ГЭС. Это тоже позволило вот этот дефицит восполнить и пройти безаварийно эту сложную ситуацию. Там тоже в течение нескольких суток восстанавливались энергоблоки. И то, что мы сейчас вошли в единую систему России по энергетике, это позволяет нам успешно такие вот аварийные ситуации преодолевать. Спасибо. Алло, здравствуйте, мы слушаем очередной вопрос. Говорите, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Светлана. Я работаю экономистом в одной из фирм в центре города, да. И у меня вот такой вопрос. Вот в последнее время ремонтируют дороги, да, там на окраинах города. И у меня вот волнует то, что когда будет ремонт главной улицы проспекта Ленина? Очень хороший вопрос. Давайте так опять его разделим на 2 части. Я хочу отметить, что мы в свое время выделили городу Якутску средства на проектирование дорог. И по проспекту Ленина у нас уже мы ожидаем, что в первом квартале, то есть до 1 апреля будет госэкспертиза по этому проекту. Мы городу дополнительно на проспект Ленина будем выделять средства в текущем году в пределах 400 миллионов рублей. Объект очень большой, он стоит практически 1 400 000 000, то есть госэкспертиза покажет, и в этом году работы начинаем. А вот как работы будут идти этапность, лучше ответит министр транспорта Владимир Михайлович. Спасибо за вопрос. Да, действительно, по проспекту Ленина, главной улицы города Якутска, как уже сказал Алексей Засимович, мы ожидаем выхода экспертизы, и в этом году планируем начать. Работы будут проводиться в 2 этапа. Соответственно, это первый этап со стороны улицы Хабарова до здания Лорпа и со стороны улицы Красноярова до улицы Кулаковского. И, соответственно, основной этап, второй, это у нас, значит, соответственно, от здания Лорпа до практически там площади Дружбы народов. Хотелось бы, вот, пользуясь случаем, обратиться также еще раз к жителям города, ну и в целом в республике. На сегодняшний день в транспортная отрасль значительно развивается, предусмотрены значительные средства, и многие работы будут проходить параллельно.
одновременно в наши короткие строительные сроки. И в этой связи хотелось бы еще раз попросить у населения отнестись с пониманием, ведь все эти работы в последующем скажутся на качестве нашей жизни. Проспект Ленина начнется в этом году, и мы планируем основную часть работы закончить уже на следующий год, в 2022 году. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос от жителей тоже поступил к нам в студию. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос мы готовы слушать. Пожалуйста. Здорово. Здорово. Павлов Эдуард Сидер. Быйыкын bu аяк биреме егер сол сакалы боғда тағыста. Тумантан сылтан. Оны де улақан машиналы буроларыттан мәйдетен улақан сакалы баратонтан тағыстылар. Оны улақан машиналы сопардар буроларын тағарыл үйе оңыр арғыналар әбет. Оны гибдыдылар, гайылар, переборудование болар. Onun ıstıraptığına kendine konullabetler evet. Onu bir klimat bir условиятından tuğanın onun sebepten eti bu pro küçük kaya cahanallara bir de bollar diyen bağhan Allah'ın. Спасибо. Да, вопрос довольно-таки неординарный. Да, зимой из-за тумана большое количество дорожно-транспортных происшествий зафиксировано, в частности, из-за выхлопа крупной большегрузной техники. И что тут можно сделать, какие меры будут приняты? Ну вот, если про большую грузную технику говорить, но здесь надо иметь в виду, что мы строим в этом году окружную дорогу, да, в прошлом году Хатынурязское шоссе было завершено. В 2019 году мы, в принципе, по асфальтобетонному покрытию там сделали, и благоустройство в прошлом году завершали. В этом году вернее, окружное шоссе будет делаться, и как раз-таки мы планируем перетоки, вот, чтобы по центральным улицам большегрузная техника не ходила, перетоки делать в ту сторону. В текущем году мы еще будем делать Старопокровский тракт, да, чтобы разгружать, допустим, тот же самый Покровский тракт, Ивана Кульбертинова будет сделано. Но в части вот безопасности дорожного движения еще бы отметил, что мы в прошлом году получили финансирование 80 миллионов рублей на интеллектуальную транспортную систему. В целом из федерального бюджета будет профинансировано 240 миллионов рублей. И в прошлом году за счет тех средств, которые поступили, мы уже проектное решение сделали. И в этом году уже сами работы будут начинаться. Здесь надо иметь в виду, что эта часть, она входит в часть «Умный город». Будет регулирование светофорных потоков. Мы будем видеть, как работает коммунальная техника, как будут работать автобусы. И синхронизация позволит, во-первых, движение транспорта в целом обеспечить. И, во-вторых, мы будем видеть, как работают все службы. Это очень важный проект, который в целом позволит безопасность улучшить. Спасибо. Еще один вопрос, еще один звонок от жителей республики. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, слушаем ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый день всем. Меня зовут Елена, город Нерюнгри. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто каким образом устанавливает тарифы таким образом, что на разные виды услуг они растут вот, неравномерно, по-разному, мы не успеваем за этими ценами? Борисовне на этот вопрос надо дать, ответить. Такой специфичный. Спасибо за вопрос. У нас ежегодно правительство Российской Федерации доводит до каждого субъекта предельный индекс изменения платы граждан. И, допустим, с июля 2020 года по нашему субъекту был доведен 5%. И есть еще понятие отклонения по муниципальным образованиям. У нас он утвержден тоже постановлением правительства Российской Федерации в размере 2,4%. Имеется в виду, что ни одна семья не должна получить рост платежей за коммунальные услуги в размере 7,4%. То есть, чтобы выйти в среднем по республике на 5%, у других семей может быть и меньше. Почему разный? Да? Потому что, когда мы утверждаем тарифы, вот
Вот этот индекс доводится в целом на весь комплекс услуг, а он состоит из очень большого количества видов услуг. Это и отопление, это и электроснабжение, и газоснабжение, и твердое топливо. С 2020 года туда добавился еще ТКО, водоснабжение, канализация. И здесь, когда мы считаем каждый из этих видов услуг, есть подход разный. Допустим, по электроэнергии нам доводится отдельный предельный индекс, тоже правительством Российской Федерации. А цены на газ вообще утверждаются Федеральной антимонопольной службой. И таким образом на каждый вид услуг получается разный размер роста тарифов. Основным, конечно, в квартплате является отопление. Допустим, если в среднем было доведено до нас 5%, то на отопление мы приняли решение установить рост на 4%, но за счет вот этой разницы, отопление занимает больший удельный вес, мы немного подтягиваем холодную воду, которая близка к самоокупаемости. Таким образом, вот такой индивидуальный подход к каждому виду услуг, но в целом ни один житель республики не должен получить платеж за весь комплекс коммунальных услуг выше, чем 7,4%. Спасибо вам. Давайте узнаем, как дела у нас в колл-центре, сколько звонков принято, как ведется работа. Виктория, пожалуйста, тебе слово. Колл-центр завершает свою работу. Всего специалисты приняли к этой минуте порядка 130 вопросов. И если проанализировать, то можно сделать вывод, что жителей республики волнуют вопросы жилищно-коммунальной инфраструктуры, цен и ценообразования, отключения электроэнергии, состояние дорог, уборка мусора, а также квоты добычи охотничьих ресурсов. Также напоминаю, что колл-центр будет работать каждые выходные февраля, кроме последней. Так что если вы не смогли сегодня позвонить, то можете уже на следующих выходных позвонить и задать свой вопрос. Влад, если позволите, может быть, вот как раз по квоте добычи охотничьих ресурсов очень интересный вопрос. На него бы Сахамин Миланович дал пояснение. Пожалуйста. В настоящее время мы начали работу по зимнему маршрутному учету копытных животных и охотничьих видов животных. Этот вид работы проводится на общих угодьях, охотугодьях и на землях особо охраняемых природных территорий. По итогам этой работы мы сформируем отчеты и предоставим Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации для определения квот на лимитируемые виды животных. Это в основном лось, это косуля, олени и соболь. По прошлому году, в связи с тем, что качественно провели зимний маршрутный учет, мы увеличили лицензии на косулю на 1000 штук. Это 2 раза почти увеличение пошло. На лося на 700 голов. Таким образом, зимний маршрутный учет показывает стабильность и плотность объектов животного мира, по которым есть промысловое значение. Ну и мониторим состояние дикого северного оленя. 2 года подряд проводили авиационный учет дикого северного оленя. Это оленёкская тундра, анабарская тундра. И посчитали общую популяцию 85 тысяч голов. А также последние 2 года провели авиационный учет перелетных птиц, в том числе охотничьих видов, гусей по Арктике Республики Саха-Якутия. Тоже имеем достоверные данные. Я бы немножко добавил к этому вопросу. Дело в том, что мы в текущем году планируем завершить схему охотугодий. Без схемы мы не можем проводить конкурс. И охотугодий этот не могут желающие получить. И в случае, если мы эту работу проведем, тогда конкурс будем проводить, и охотугодия это распределять на конкурсной основе. Я думаю, что уже в следующем году желающие смогут получить охотугодие в рамках проводимого конкурса. Спасибо. Уважаемые коллеги, успеем ли мы принять вопрос заключительный? Успеваем. Да, давайте еще буквально последний, скорее всего, звонок примем. Здравствуйте, алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Светлана Сергеева, я живу в поселке Козылцыр Вилевской области, живу в многоквартирном доме. И у нас бывает такая проблема, что систематически вода из-под крана идет мутная и с неприятным запахом. Какая работа ведется? Заранее спасибо за ответ.
Да, мы знаем ситуацию по Кызылсыру. Это один из больших населенных пунктов, промышленных населенных пунктов Вилюйской группы, Вилюйского района. И здесь мы отрабатываем по проектированию, потому что есть сейчас возможность по чистой воде решать вопросы из федерального бюджета. Мы активно в этом направлении работаем с Минстроем России. И по получению ПСД мы заявимся на федеральное финансирование, и этот вопрос по Кызылсыру решим. Понятно, что не в этом году, но вот после проекта мы должны заявиться на следующий год финансирования. Надеюсь, что со следующего года работа по Кызылсыру будет начата. Спасибо. У нас меньше минуты буквально до конца эфира. Я напомню зрителям, что все вопросы, безусловно, мы не успеем сегодня принять. Те, что не прозвучали в эфире, профильное ведомство, министерство обязательно получат и дадут персональные ответы каждому жителю республики. Давайте, у нас меньше 4 минут буквально до конца эфира. Алексей Засимович, давайте подведем короткие итоги этого эфира. И давайте о планах на 2021 год давайте еще несколько слов. Ну, я очень благодарен, что активно наши жители поучаствовали в нашей встрече. И надо отметить, что сегодня работает и управление по обращению граждан. Они фиксируют все поступившие вопросы. Эти вопросы уйдут в органы исполнительной власти и получат ответ. В течение месяца мы ответим. И думаю, что, по крайней мере, мы поймем, исходя из тех обращений, которые сегодня поступили, как нам планировать работу на будущий год, на этот год, для того, чтобы обеспечить потребности нашего населения. Но в 2021 году мы четко для себя уже планы выстроили. Есть план работы правительства, есть планы работы наших министерств и комитетов. Для нас очень важно в текущей ситуации обеспечить завоз автозимниками. На сегодня 36% мы уже завезли. Понятно, что идет отопительный сезон. И, конечно, для нас важно это стабильное функционирование всех систем. Как в энергетике, так и в коммунальном хозяйстве. Мы видим, что у нас отключение электроэнергии стало больше. И понятно, что в летний период нам вот эти моменты надо отрегулировать, чтобы к следующему сезону подготовиться как положено. А для нас очень важно подготовиться к паводку. С главой я обсуждал этот вопрос, что мы сделали на сегодня, что нам надо сделать еще. Направлен ему докладной отчет, и в ближайшее время председатель правительства проведет совещание по завозу и по подготовки по жароопасному сезону. У нас с вами предстоит навигация. Навигация всегда она разная. И от нас зависит, как мы обеспечим жизнедеятельность в текущем году и как это повлияет на следующие периоды. Очень большая работа у нас предстоит по дорогам. Финансирование только увеличивается. Если в прошлом году 4 мостовых перехода было федеральным упордором построено, введено, то у нас идет уже технико-экономическое обоснование мостового перехода через реку Алдан, проектирование мостового перехода через реку Вилюй в районе Верхневилюйска, отрабатываются вопросы мостового перехода через реку Лена. И по региональным мостовым переходам мы начали активно работать. В прошлом году у нас мостовый переход, строительство началось через реку Алахюнь. А в этом году мы начинаем реконструкцию мостового перехода через реку Минкула в Тампонском районе. И я встречался вот буквально в четверг в Минтрансе, обсуждал вопрос строительства мостового перехода через реку Ньюя, который у нас связывает Ленский и Мирнинский район, потому что он тоже не в очень хорошем состоянии. И этот мост мы будем в текущем году строить. У нас идет реконструкция аэропортов. Как я говорил, мы должны завершить реконструкцию аэропорта в Алекминске, в Жиганске. То же самое Алекминск. Это же извечная проблема, когда у нас идут дожди, у нас размывает полосу. И этот вопрос мы в этом году уже решим. И алекминчане смогут летать уже вне зависимости от погодных условий. Мы идем к тому, что у нас идет реконструкция взлетно-посадочной полосы в Якутске, в Нерюнгри. Это большой пласт работы, который надо делать. В текущем году мы 2 новых
судна водного транспорта, приобретаем это судно «Валдай». Это новые суда будут, которые будут курсировать по нашим рекам, и мы будем только обновляться. В текущем году завершаем строительство Жатайской судоверфи, и уже в Якутии начнем строить суда «Река-море». Это тоже большой инфраструктурный проект, которым мы занимаемся. Понятно, что вопросы экологии на постоянном контроле находятся, и Сахамин Миланович очень активно и быстро реагирует на все сигналы, которые поступают. Работаем с недропользователями, работаем со всеми теми организациями, которые влияют на внешнюю окружающую среду. У нас комплексные программы по экологии есть, которые мы должны реализовывать в текущем году. Вопросов очень много, спектр большой. И, ну, конечно, самое важное – это жизнедеятельность, которую мы должны обеспечить. Эта работа достаточно такая постоянная, она может быть невидима, но, с другой стороны, очень сильно влияет на жизнь нашей республики, на жизнь нашего населения. Но я благодарю еще раз вас, Влад, и телезрителей, наше население за то, что активно участвуют в прямом эфире. Прямые эфиры будут продолжаться. Пандемия, понятно, она повлияла на проведение отчетов. Хотелось бы вживую с населением проводить, как это ранее было сделано, но, к сожалению, сегодня такие условия. Но думаю, что вот сейчас идет какое-то ослабление, смягчение, и мы все равно поедем в будущем встречаться с населением и напрямую вести диалог, чтобы четко понимать нужды и потребности наших жителей и реагировать на них своевременно. Спасибо большое. Позвольте вас поблагодарить, Алексей Засимович, за участие в эфире, ваших коллег сегодня, министров, руководителей госкомитетов и управлений. Уважаемые телезрители, я напомню вам, что поступили сотни вопросов, не побоюсь этого слова, и все они получат свои аргументированные, грамотные ответы от руководителей министерств и ведомств республики. В течение месяца они будут получены каждым, кто задавал сегодня вопросы. Я еще раз вам напомню, что это только начало серии эфиров отчета правительства республики. Они будут все в прямом эфире. Смотрите в следующую субботу эфир с участием первого зампреда правительства Кирилла Бычкова. Там уже будут звучать вопросы строительства, промышленности, экономики, занятости населения. Итак, уважаемые зрители, спасибо вам за участие. Спасибо участникам эфира еще раз. До свидания. Берегите себя. Всего доброго. Спасибо.